Рустем Скибін – кримсько-татарський художник-кераміст. 1996 року закінчив Самаркандське училище мистецтв за спеціальністю художник-педагог. Того ж року повернувся на батьківщину матері в Крим. З 1996 по 2000 рік працював головним художником на керамічному підприємстві «Таврика» Сімферополь. На основі орнаментів кримсько-татарської вишивки, зібраних і розшифрованих малярем та мистецтвознавцем Мамутом Чорлу, Рустем Скибін створив власний стиль поліхромного розпису керамічних виробів, що продовжує традиції кримських татар. Активно збирає, аналізує, відновлює технології виробництва різноманітних форм традиційної побутової гончарної кераміки, вивчає і відновлює професійну лексику. Рустем Скибін створив серію унікальних тарелів з вишуканими каліграфічними композиціями, які є його основним продуктом. Він також виробляє керамічні світильники, фонтани, музичні інструменти, декоративні панно. Його роботи користуються популярністю за межами Криму і України. Викладає в Бахчисарайській дитячій керамічній студії «Чолмек-Чилер», в перекладі з кримсько-татарської «Гончарі». У селищі Акрополіс, Сімферопольський район, створив творчу майстерню «Ель-Чебер», в якій виховав таких майстрів, як Айдер Абібулаєв і Асіє Мушурова. Скибін бере активну участь у регіональних, всеукраїнських та міжнародних виставках. Член творчого об'єднання «Чатирдах», кандидат в члени Національної спілки майстрів народного мистецтва України, член Асоціації кримсько-татарських художників, учасник багатьох фольклорних фестивалів та ярмарків в Україні, Польщі, Туреччині. Взяв участь у презентаціях культури корінного народу Криму у Раді Європи у місті Страсбург у 2015 році, в експозиції кримського гончарства на фестивалі Блюрвест у Торонто, Канада у 2018 році. З 2014 року проживає та працює у Києві. Вітаю, друзі! Меня зовут Рустем Скибин, я художник-керамист, и сегодня я вас познакомлю с историей ремесла крымских татар гончарного и об эволюции гончарного круга, как он появился, как мастер дошел до того, что сегодня мы знаем гончарные круги, которые являются машинами, инструментами для создания керамических изделий. Все вы знаете, что первое важный и необходимый элемент для создания керамического изделия – это глина. И как же мастер раньше догадался использовать эту глину и ее свойства для того, чтобы сделать предмет, который впоследствии будет очень крепким и будет держать температуру, воду и не будет подвергаться механическому воздействию и будет очень стойким. Кусочек глины попал в костер, и при высокой температуре, после того, как костер потух, разгребая угли, мастер увидел, что из этого кусочка получилась очень крепкая, камнеподобная масса, которая уже не боится ни воды, ни механических воздействий на нее. Взяли эту глину в природе. Глины существует очень много, ее очень много разных разновидностей, есть светлые, темные, все это зависит от того, как она будет обжигаться, на какой температуре и для чего она потом будет применяться. Взяв кусочек глины, смочив ее, когда она сухая, мастер начал лепить и формовать изделие. Сначала он это делал просто в руках, вот таким образом, делая простую чашечку, углубление, в которую можно что-то положить. Очень быстро, легко, несколькими движениями, поправляя этот краешек, мастер сделал первую примитивную чашечку, в которую он мог уже набрать воды или зерно и что-то даже приготовить, потому что огонь уже был изобретен. Следующий этап, когда мастер работал, ему нужно было не просто в руках держать глину, а взять какую-то подставку. Он взял обыкновенный камень
опять взял кусок глины и начал на этом камне лепить вот таким способом. У него освободились руки, и он смог обоими руками лепить и формовать изделие. Очень быстро, также подправляя все эти краешки, у нас получается посуда. Если вы обратили внимание, я сейчас при лепке вращал изделие. Если я начну вращать этот камень и лепить одной рукой, то я смогу ускорить. Но из-за того, что у нас трение камня об землю очень невысокое, я для этого беру второй камень и сверху ставлю этот камень. И у меня вращение получается еще быстрее. По мере того, как я, как мастер, обучаюсь, у меня появляется скорость, и в какой-то момент мне становится мало этих камней. Мало этого трения, я беру больший камень, большего размера, и, соответственно, этот камень больше может вращаться, получаются большие изделия, и мне очень легко и удобно с этим работать. Когда я и этот процесс уже осваиваю, мне нужно еще больше какой-то предмет, который бы при вращении мог долго держать это вращение, это называется инерцией. И вот тут придумывают такой маховик огромный. Сначала он был каменный, потом его сделали деревянным. Это условно, все вы знаете, принцип юлы. Когда начинается вращение, если у нас в юле есть точка, которая отцентрована, то предмет из-за центробежной силы по законам физики начинает вращаться и никуда не девается. И вот здесь появляется у нас вот этот маховик, гончарный круг, который приводится в движение сначала рукой, просто как я показал, а потом, чтобы нам сделать более большую скорость и дольше работать, это палка, которая вставляется в отверстие, и вот таким образом мы раскручиваем. Теперь у нас и свободны и руки, и ноги, и мы спокойно, свободно можем работать. Круг у нас крутится, что самое важное и необходимое для гончара. Берем глину, предварительно подготовленную. Глина готовится не очень сложно. Ее просто копают в местах, где она хранится, так называемые залежи глины. Разбавляют водой, очищают примеси, которые присутствуют в этой глине. Это могут быть камешки, это может быть органика в виде каких-то песочка, камешков. Это все, что очень в последующем будет мешать при работе. Теперь мы немного смачиваем круг. Вода в данном случае у нас используется и как смазка для того, чтобы было хорошее скольжение, и как клей для того, чтобы изделия между собой склеивались. Мы в центр помещаем этот круг, шарик, и теперь отцентровываем. Гончару помогают элементарные, простые законы физики. Если мы все в центр сжимаем, то у нас весь этот кусочек глины центруется в самом центре и становится идеально ровным. По мере остановки мы раскручиваем еще и добавляем скорости. Смачиваем руки. И такими плавными движениями, не резкими, мы поднимаем вверх, отпускаем вниз, тем самым сосредотачиваем всю эту массу в самом центре этого круга. Как только у нас ровная получается такая болваночка в центре, мы можем приступить к следующему шагу, уже формовать само изделие, стенки. Раскручиваем дополнительно. Не забываем о воде, смачиваем, чтобы было хорошее скольжение. И в центре делаем отверстие.
давим пальцем, и у нас появилось отверстие, которое будет являться нашим основанием. И плавными движениями навстречу рук друг к другу мы надавливаем на стенки, и они становятся тоньше. И у нас формируется вот такая чашка. Сначала делается простая форма в виде стаканчика, а потом этой форме придается уже профиль, силуэт от задачи, которая необходима, и которая стоит перед мастером, для чего этот предмет будет использоваться. Остается последняя техническая наша задача – это придать форму этому изделию. Мы снизу немножечко расширим, а сверху немножко сузим. И у нас получится такая кружечка удобная, которой можно будет пользоваться, выпить чай, кофе или кто что любит. Вот такое изделие. Очень простенько и быстро. Крымско-татарская керамика насчитывает многовековую историю. И первые упоминания о керамике датируются, наверное, теми годами, когда уже сформировалось Крымское ханство. И более ранние образцы, которые повлияли на формирование крымско-татарской керамики, они находятся по всему Крыму. На территории Крымского ханства существовало множество мастерских. Практически в каждом городе находились мастерские, которые изготавливали бытовую посуду. Были также большие мастерские, маленькие, наверное, заводы, которые производили хозяйственную керамику и строительную керамику. Это отдельный пласт и отдельное направление. Это трубы гончарные, водопроводные, это черепица, это дымоходы, это всевозможные кирпичи, которые использовались при строительстве. А я вам сегодня расскажу о традиционной бытовой посуде, которая использовалась у нас в быту дома, и каждая хозяйка, каждый хозяин мог использовать ее и готовить в ней. Как я уже говорил, Крым очень богат глинами, и практически в каждом селе есть место, где мастер набирает глину, и на основе этого он может заниматься своей деятельностью, производить эту керамику. Одно из самых больших центров в Крыму это было Кефе, это Феодосия, Керчь, в которой по упоминаниям из торговых записей, это кадяскерские записи, упоминается о таких кварталах, в которых работали гончары. Они назывались по-разному от вида своей деятельности. Например, кассигеры занимались посудой, которая была большая, из закрытых форм. Это кувшины вот такого вида. Этот кувшин называется хум. Они были огромных размеров. Я вам покажу на примере вот этой ручки. Вы можете себе представить, какого размера был кувшин. И второй квартал – это кассигеры. Квартал кассигеров изготавливали такую посуду, открытых больших тоже форм, чаш, в которых хозяйка могла наложить суп, жидкие какие-то блюда, либо жареное мясо. И более подробно я расскажу о других предметах, которые непосредственно уже в кухне использовались.
Также еще были кварталы Потаджи. Пота – это в переводе с крымско-татарского «мишень». Они делали простые вот такие маленькие формы. Их было в большом количестве, и их как бы так уничижительно называли потаджи, слово «мишень», что их изделия можно и годились только для того, чтобы по ним стрелять. Вот. Следующий ряд посуды, который использовался, это гигиеническая посуда, так называемая, для того, чтобы принять омовение. Крымские татары мусульмане, и пятикратное совершение намаза требует очищения тела, и для этого служил такой предмет куман или гугум. Но в основном куман. Вот я вам показываю маленький куманчик, я его называю детским. В чем уникальность этого сосуда и в чем его характеристика? Это маленький носик с маленьким отверстием. При разливе получается очень тоненькая струйка воды, которая подается точно туда, куда ты направишь, и очень экономно. Большое тулово, в котором хранится эта вода, узкое горло, что не дает возможности ей пролиться, и большое широкое горло. При наливании его там с ручья или с родника воды быстро наполняется этот сосуд. А большой, вот такой старый у меня есть в коллекции, выглядел таким образом, но вот, к сожалению, у него утеряна ручка. Вот эти два кумана, которые сохранились и находятся в моей коллекции. Также из этого разряда есть такой предмет, который называется мангал. Мангал вы все, наверное, слышали, все знаете. Это предмет, в который укладываются угли. И вы зададите вопрос, зачем керамический мангал? Если мы берем омовение, то очень холодной водой не очень приятно и комфортно это сделать. Нам нужно подогреть эту воду. Мы засыпаем сюда угли и сверху ставим этот гугум, куман, который подогревается, и у нас постоянно под рукой теплая вода. Также столовая посуда, я вернусь назад и расскажу о кузе. Это вот один из таких предметов. Что в нем делали, как его использовали. Это, говоря нашим современным языком, это холодильник. В него закладывали мясо до верха, заливали его жиром, чтобы воздух не попадал, и закапывали в землю, либо оставляли в погребе, в каком-то прохладном сыром месте, где это мясо могло храниться очень долго. Также в этих сосудах солили овощи, всевозможные помидоры, огурцы, капусту. И в зимний период могли получать витамины с этим продуктом. Это вот куза. Еще серия небольших предметов. Этот, например, называется май-бардах. Май – это масло. Бардах – это собирательное название посуды керамической в целом, которая имеет такую закрытую форму. У нас есть ручка удобная, ушко на 2 пальца удобная, и маленький носик. Тогда, когда мы используем масло или жир, мы его растопили, и тонкой струйкой мы можем полить какое-то блюдо с помощью вот этого носика. Еще один вид бардаха, к сожалению, у него утерян венчик и горло. Это сосуд, в котором хранили, разливали молочные, кисломолочные продукты, делали кефир, йогурт. И вот после того, как в него закладывали молоко, его можно было оставлять, и он долго хранил. Еще один из видов бардаха – это вот такой
чуть побольше сосуд для молока и кефира. А этот сосуд называется сураиль. Сураиль использовался исключительно для переноски и хранения чистой воды. Сосуд имеет такую яйцеобразную форму. Они были больших в основном размеров, по массе своей примерно, чтобы молодая девушка или там девочка могла в состоянии поднять, чтобы он был не сильно тяжелым, когда она ходила на родник за водой. Он частично заглазурован. Если вы видите, цветная блестящая вот это покрытие, это называется глазурь. А чистая глина называется терракота. Благодаря вот этой чистой глине в этом сосуде очень хорошо сохраняется температура продукта, который в нем находится. Если мы нальем холодную воду, то он будет долго держать холодную воду. Если мы нальем горячую воду, он будет долго держать горячую воду. Узкое горлышко не позволяет быстро испаряться в воде, и тоже так же точно мы можем легко налить жидкость в тот предмет, который у нас есть. Следующее – это межребие. Это кружка. Если у нас нету ручки, то это будет бардах. Очень интересная этимология слова бардах. Все знают, в русском языке встречается как понятие какого-то беспорядка. Мастера-гончары, которые делали бардахи, их называли бардахчи. Это была профессия, которая тоже по своему уровню не была столь высокой. И из-за того, что они делали огромное количество предметов, и у них было очень много глины, то, соответственно, в их мастерских очень было много глины, много мусора вот этого. И этих людей называли этот человек бардахчи. То есть у этого человека вот этот бардак. И последний, один из самых ценных в моей коллекции сосудов, это хош-хулах. Хулах в переводе ухо. Ручки у нас называются ушами. Этот сосуд, так же как и куза, использовался для хранения сыпучих продуктов и для хранения солений. И сейчас мы переходим к третьей части нашей небольшой лекции о состоянии современного гончарного ремесла у крымских татар, что делают мастера, сколько их и где они находятся. Большинство мастеров находятся в Крыму. На сегодняшний день я могу сказать, что их порядком, наверное, 15-20 человек, очень успешных, очень достойных ребят, которые продолжают это ремесло и изготавливают огромное количество разных предметов, которые сегодня представляют лицо Крыма, культуру крымских татар. Одно из направлений – это современная керамика, которую практикую в том числе и я. Это такая полихромная цветная майолика, которая называется куру-исар. Куру-исар в переводе с крымско-татарского – это сухая преграда или перегородка. Если вы видите здесь линию, она специально прочерчивается специальным инструментом для того, чтобы две глазури не смешались. Вот эта сухая преграда не дает вот этой мокрой жидкой глазури, когда мы рисуем, смешаться. Также мастерами в Крыму восстановлены практически все предметы, все названия этих предметов, как они использовались, для чего они использовались, мы знаем. И новый взгляд, новое переосмысление этих предметов. И ребята, мастера, гончары делают новые вещи, которые сегодня соответствуют нашему современному запросу, современному зрителю, современным потребностям.
Как я уже говорил, в Крыму с начала возникновения Крымского ханства керамика была очень развита. В каждом селе были мастера, в каждом селе были центры, которые изготавливали посуду для нужд этого региона, небольших поселков, городов, и даже экспортировалась за пределы Крыма эта посуда. И в 1783 году, первая аннексия Крыма, происходит большой исход местного населения крымских татар из Крыма, и все ремесла приходят в упадок. Керамика – это один из таких предметов, который очень хрупок, и он не так ценен, как, например, металл. Поэтому керамика начинает быстро угасать, пропадают мастера, появляется большой импорт новой посуды, которая изготавливается в других центрах фабричная, и она заменяет полностью практически всю керамику, и крымско-татарская керамика забывается и становится не такой популярной, ее становится намного меньше. В 1944 году происходит депортация всего крымско-татарского населения из Крыма, и крымских татар депортируют в Среднюю Азию и в другие республики Советского Союза, в которых практически на 70 лет прекращает существование такого понятия, как гончар, и появляется новое понятие, как керамист. Несколько мастеров в Узбекистане в более позднее время начинают работать в студиях, художественных фондах и изготавливать современную керамику, которая является просто таким как бы объектом арт-искусства, не неся в себе национальные черты, национальные формы. И благодаря возвращению крымских татар на родину, это ремесло начинает возрождаться. Одним из первых пионеров этого ремесла Абдюль Сейтаметов, мой учитель, очень известный, хороший мастер-гончар, каллиграф. Это Рустем Якубов. И после обучения и создания нескольких школ в Крыму, в Симферополе и в Бахчисарае, появляются новые ребята, ученики, которые занимаются, обучаются, и на сегодняшний день, как я уже говорил, более 15 человек профессионально занимаются этой деятельностью. Крымско-татарская керамика полностью восстановлена, и бытовая, и современная. Крымско-татарская керамика сегодня является лицом, визитной карточкой Крыма, потому что в любой точке туристических центров в Крыму вы можете встретить уже керамику, которая сделана крымско-татарскими керамистами, с крымско-татарским орнаментом, с крымско-татарскими формами. Большое спасибо всем за внимание. Я думаю, что вам всем было интересно узнать о культуре и истории и о ремесле крымско-татарской керамики, об этих уникальных предметах, о этой красоте. Это была лекция о керамическом производстве в Крыму в рамках проекта «Бельги. История, культура и традиции крымских татар». Я Рустем Скибин, художник-керамист. Спасибо большое вам всем за внимание.